Перекличку всех граждан страны проводят каждые 10 лет. Всероссийскую перепись населения организует и координирует Федеральная служба государственной статистики. 154 участка переписи были открыты только в Ингушетии. С 15 октября по 14 ноября 2021 года на протяжении целого месяца, независимо от погодных условий, собирали информацию 913 переписчиков. Перепись в условиях ограничений, введенных в то время из-за пандемии коронавируса, вносила определенные коррективы во взаимодействие переписчиков с населением. Угроза распространения ковида витала буквально в воздухе. Медучреждения вынуждены были расширять коечный фонд. Увеличивалось количество ежедневных поступлений, преимущественно взрослой части населения. И на фоне всего этого выполняли свою работу статистики. Еженедельно мы проводили тестирование нашего персонала. Они обеспечили возможность проведения тестов, оперативного получения информации о заболеваемости. И у нас за весь период заболело там порядка, по-моему, 14 или 15 человек, персонала, которые были сразу изолированы, исключены из работы, они были заменены из резерва персоналом. Более того, эта категория людей получила выплаты от Сбербанка страховые. По причине, помимо того, что они получили заработную плату за период, который они работали, помимо этого они по 14 тысяч получили еще страховые выплаты в связи с тем, что они заболели. К панике с ковидом прибавились и информационные вбросы о том, что переписчики собирают информацию, которая в будущем гражданам только навредит. Неизвестно куда потом сольют собранные данные. Многие просто отказывались идти на контакт. Тогда республика в едином порыве сообща решала стратегически важные задачи. Глава региона и законодательный орган субъекта наделили местное самоуправление отдельными полномочиями. Работали надзорные органы, объявляли сходы жителей. О важности переписи говорили старейшины, религиозные деятели и средства массовой информации. С целью разъяснения переписчиков почти ежедневно сопровождали корреспонденты национального ТВ. В многофункциональных центрах пройти перепись населения можно быстро и удобно. Заполнение анкеты занимает около 20 минут. Ответить нужно на 33 вопроса: возраст, гражданство, место рождения и проживания, источники доходов и занятость. Росстат также не застрахован от того, что некоторые могли переписать себя или быть переписаны своими родными и близкими несколько раз. В соответствии с итогами всероссийской переписи населения, которые еще предстоит опубликовать, отмечаются значительные изменения в сведениях о национальном составе населения, что также может быть использовано иноагентами в целях формирования негативного информационного фона России, антироссийской пропаганды и дискредитации государственной политики страны, в том числе и в контексте проведения специальной военной операции. В ведомстве поясняют, в ходе переписи применялись новые способы сбора сведений о населении посредством цифровых технологий, которые и наложили свой отпечаток на итоги. Национальный состав иного источника получения данных о национальном составе субъекта Российской Федерации или государства, иного источника нет. Соответственно, очень важно было вот эту информацию получить. В нашей республике из всего числа опрошенного населения порядка 20 тысяч, которые, в принципе, не указали национальный состав. Но это в рамках, так скажем, допустимого отклонения. По сравнению с 2010 годом переписи, то есть серьезных, необъяснимых, так скажем, или вызывающих сомнения изменений надсостава у нас в республике не наблюдается. Вследствие указанных выше факторов по итогам переписи не указана национальность свыше 16 миллионов человек. Кроме того, в результате опроса об этнической принадлежности более 1 миллиона респондентов дали ответ «россияне». Одновременно около полумиллиона граждан сообщили об отсутствии у них национальной принадлежности. По данным Росстата, в Ингушетии также критических изменений не выявлено. У нас на сегодняшний день численность ингушей составляет 471 516. Это те, которые указали, да, Алайло, то есть ингуши указали. Это 90 с лишним процентов. То, что связано с национальным составом, то, что я озвучил, 20 тысяч, не учли, то есть не указали национальность свою. Это скорее, больше всего относится к тем, которые прошли перепись онлайн. Люди в заблуждение вошли тем, что если они указали родной язык, то они считали, что автоматически программа учитывает их национальность. Но здесь чуть-чуть по-другому. Необходимо было еще и заполнять раздел национальности, именно указывать свою национальность.
Более 130 миллионов россиян приняли участие в переписи населения, то есть более 90% жителей страны. В электронном формате анкету заполнили 24 миллиона человек. Подлинность данных корректируется естественными процессами, такие как, например, внешняя миграция. В Росстате уверяют, что в нестабильности демографической ситуации в отдельных регионах страны не стоит искать политический подтекст. Эти процессы объективны. Адам Мережков, Джамалил Султыгов, Новости 24.